Добрый день, уважаемые гости. Мы рады видеть вас в зале Национального музея Удмуртской республики имени Гетто. И сегодня мы проводим встречу, очередную встречу в рамках нашего проекта, который называется «Молюсь за тех и за других», посвященного столетию Ижевско-Воткинского восстания и гражданской войны. И я хотела бы представить наших сегодня гостей. Гостей очень много, мы очень рады. Но сегодня у нас доктор исторических наук, профессор УДГУ, почетный гражданин города Ижевска Евгений Федорович Шумилов, который, должна сказать, благодаря его трудам, многим его трудам создаются наши выставки, экспозиции на площадке нашего музея. Сегодня у нас в гостях Алексей Васильевич Коробейников. Владимирович, член Союза журналистов России, издатель научного журнала «Еднокар». И тоже друг нашего музея. И последние его публикации лягут в основу нашей новой выставки «Молюсь за тех и за других». Сегодня в гостях у нас режиссер Сергей Владимирович Курбатов, режиссер, продюсер документального фильма «Восстание. 100 лет истории». Я думаю, у нас будет возможность посмотреть фрагменты этого фильма. Так, да? Так. И сегодня у нас музейщики, уважаемая Марина Борисовна, которая совсем недавно представила прекрасный проект. Ну и я представила здесь гости из Петербурга, по-моему, да? К нам нечаянно это забрели очень хорошо. Ну и поклонники нашего музея, кого не назвала, извините, поклонники и друзья нашего музея. Александр Юрьевич, вы прямо сели, который тоже интересуется вопросами истории гражданской войны, который тоже создавал экспозицию в городе Саратове. Ну, в общем, вот такие у нас сегодня гости. И прежде чем представить слово гостям, я хотела бы коротенько познакомить с нашей будущей выставкой, которую я уже озвучила, «Молюсь за тех и за других». Вот эти слова взяты из стихотворения Максимилиана Волошина. Стихотворение называется «Гражданская война». Ну, вот они послужили как бы вот названием нашей выставки. Я совсем коротенько, потому что у нас еще не было ученого совета. Очень подробно проект будет представлен на ученом совете. Ну, вопрос Ижевско-Воткинского восстания волнует до сих пор многих ученых, краеведов и, ну, конечно, и музейщиков. И нам всем хорошо известно, что оно было самым масштабным, самым ожесточенным и длительным по времени рабочим выступлением против большевиков. До недавнего времени мы не могли освещать эту тему музея. Только в 1997 году была создана экспозиция, которая называлась «Край в годы гражданской войны, 18-19 годы», автор Татьяна Николаевна Муракова, где мы впервые представили многолетний труд научных сотрудников и впервые показали историю Ижевско-Воткинского восстания. Ну и почему мы долго не могли представить в нашей экспозиции эту тему,
потому что не было никаких научных трудов, вообще отсутствовали в фондах нашего музея какие-либо документы и фотографии. И вот благодаря трудам Кузьмы Ивановича Кулькова, Павла Николаевича Дмитриева данная тема была озвучена впервые в 1997 году. Конечно, для показа, особенно в музеях, эта тема очень сложная, она слишком политизирована. И поэтому, чтобы как бы приблизить посетителя к этому вопросу, и мы захотели построить диораму «Бой за Ижевск». Создавали диораму ленинградские художники художественного фонда РСФСР еще тогда. Работа велась очень долго, на протяжении 10 лет. На новой же выставке будут отреставрированы, опять-таки, конечно, многие, наверное, ученые, краеведы не хотели бы видеть эту диораму, но она будет представлена. Будет отреставрирована диорама и все же представлена. Представлены также будут и малые диорамы. Это переправа через Каму, Ижевцев, и Баржи смерти. Ну и в отличие от экспозиции 1997 года, наша экспозиция, конечно, за эти годы наполнилась новыми источниками. Это и фотографический материал, это и материалы из фондов музеев и архивов. И впервые на сей раз мы показываем музейные комплексы рабочей династии Дмитрия Даниловича Пастухова, оружейника. Ну, почему именно его мы взяли? Потому что действительно, ну, это стоящая семья. Не надо забывать, что в этой семье воспитывалось 10 детей с разными судьбами, с трагическими судьбами. В том числе Иван Дмитриевич Пастухов, который впоследствии становится, вообще он профессиональный революционер, впоследствии становится одним из организаторов, становится председателем социал-демократической партии. Ну, и вот этот комплекс, мы сейчас работаем над созданием этого комплекса, и рядом здесь же будет показан комплекс дома по улице Красной, Куриной, дом номер 139, где этот дом с интересной легендой, где был найден в 1987 году клад. Вот мы воссоздадим этот комплекс. Я думаю, что это будет очень эмоционально, как для наших взрослых посетителей и для маленьких посетителей, для школьников. В экспозиции будут также использованы как обычные приемы экспонирования, так и художественные нововведения методом баннеров, проекции, реконструкция. А темы «Бой за Ижевск» 7 ноября 2018 года представляется большой диорамой. Вот я уже говорила, отреставрированной. Ну и для зрителя остаются 2 малые диорамы «Баржи смерти» и «Переправа через Каму». В разделе «Ижевцы и воткинцы» в составе армии Колчака будут представлены также фотографии, имена иммигрантов, конечно, уже новые имена, которые мы за эти годы смогли проработать, узнать, и они будут представлены в нашей экспозиции.
а также реконструкция Колчаковского обоза, так называемый Великий Сибирский ледяной поход, и памятники, это уже в конце, это памятники погибшим красноармейцам и белогвардейцам. Мы также показываем, как в городском музее храм Святого Иоанна Крестителя в городе Беркли, мемориал героям революции и гражданской войны в Ижевске. В общем, вот такая идея, но центральными предметами экспозиции, помимо диорамы, будут представлены скульптурная композиция, которая была представлена в старой экспозиции. Очень долго думали, решили все же название нашей выставки «Молюсь за тех и за других». Она как раз вот это скульптурное произведение, мне кажется, раскрывает вот эту тему. Ну и хотелось бы, конечно, мы долго работали в течение года о получении Георгиевского знамени. Ижевская дивизия. Была у нас активная переписка с Иркутским музеем, но, к сожалению, такую сумму 300 тысяч, которая была нам озвучена, мы не можем найти такую сумму. И у нас знамя тоже будет представлено, только в другой интерпретации. Ну и также будет знамя районного Ижевского красногвардейского отряда. Оно немножко, конечно, не подходит, но тем не менее мы покажем это знамя. Вот я сегодня коротенько познакомила вас с основными идеями, с основными темами, то, что будет представлено на нашей новой выставке. И я думаю, подробно наша выставка будет обсуждена, представлена на ученом совете. Сейчас ведутся работы. Сегодня уже научные сотрудники провели работу в фондах нашего музея, работают с учеными, с краеведами по привлечению новых источников на новую выставку. Ну, в общем, вот так вот. И, наверное, через месяц музей на ученом совете представит выставку. Но я хотела сказать, что сегодня мы не только хотели послушать наших ученых о новых исследованиях, но мы хотели еще обратиться к специалистам, музейщикам о том, чтобы создать некую дискуссионную, такую информационную площадку, где мы могли бы встречаться, переговаривать о наших действиях, о наших новых экспозициях и выставках, чтобы так не получилось, что, ну вот, например, материалы Ивана Дмитриевича Пастухова, там, музей Калашникова, допустим, чтобы не было повторения, чтобы мы отрабатывали, и чтобы наши выставки не походили друг на друга. Вот, так что сегодня открытая наша встреча, каждый может сказать что-то в адрес нас, мы все примем какие-то замечания или предложения по созданию новой выставки. Мы готовы, конечно. Что нами проделано к столетию Ижевско-Воткинского восстания и гражданской войны в нашем музее. В течение года уже ведутся, я уже говорила, исследовательские работы, это раз, потом перед вами передвижная выставка, которая называется «Вихри войн и революции». Сегодня она работает у нас работает в городе, и совсем скоро она будет работать по всей республике. Работаем над созданием
выставки «Молюсь за тех и за других», которая будет работать в 2018 году и в 2019, наверное, года полтора она проработает у нас. Затем проведено у нас ряд мероприятий с учеными, с краеведами. А к осени мы проводим мероприятия «Возвращенные имена», круглый стол «Иммигранты первой волны». Ну и будет продолжаться встречи с краеведами. Мы будем выслушивать и, в общем, я думаю, что получать помощь от наших краеведов. Ну, в общем-то, вот, если есть вопросы, я могу ответить или выслушать. Пожалуйста. 25 открытие выставки. Открытие выставки, да, 25 октября у нас 15:00. Приглашаем всех на открытие нашей выставки. Пожалуйста, почему это поименно выставка, а не постоянная экспозиция? Что? Выставку, а не постоянную экспозицию. Да, я сейчас постараюсь сказать. В 1997 году, предысторию скажу, Марина Борисовна помнит, когда мы создавали эту, она у нас называлась «Стационарная экспозиция», и она как бы, эта выставка, мы думали, что она будет стационарной всегда. Но прошло время, 20 лет прошло, да, с тех пор, в общем, появились новые источники исследования. В общем, мы решили, что нужно новый взгляд, с новым взглядом к этой теме. Сейчас работаем над созданием концепции «История 20 века». По истории 20 века у нас нет этой экспозиции. Но я думаю, новая концепция будет, мы, наверное, об этом расскажем, новой экспозиции скажем, как она будет, или все войны соберем, или как-то вот. Просто мы не могли эту экспозицию оставить уже, она действительно и моральная, и вообще все, и оборудование устаревшее, и взгляды, новые взгляды. Поэтому так. Скажите, в этой выставке акцент на Ижевско-Воткинское восстание и шире вообще вот как события Удмуртии? Вот как раз, знаете, мы хотели на этой выставке больше крови людей показать, потому что в старой экспозиции в основном вот эти военные действия, очень много лица фотографий, ориентироваться очень было сложно, если бы не диорама. И вот карта перед диорамой, экскурсоводу очень было трудно. Один фотографический ряд и документы, копии, ксерокопия из архивов нашей республики. Здесь же мы немножко, здесь же мы иначе, мы хотим больше людей, семьи показать. И, наверное, здесь больше будет художественного оформления. Вы знаете, такие методы применяются вообще в музее. Поэтому вот наглядно мы хотим, даже тот же самый Колчаковский обоз, мне говорят, зачем Колчаковский обоз, мы вот хотели бы показать. Сегодня точно, мы уже знаем, как, но это будет представлено на ученом совете, а то тут споры начнутся, так что. Вот. Это совершенно новые темы, отход ижевцев в Сибирь. Все это будет показано, мы все это наглядно расскажем. И даже мы решили даже показать роль как медицины, как он, лазарет. Мы хотим показать лазарет. Эта тема, конечно, подходит и в разделе красных, и в разделе белых, но у нас так получилось в разделе белых. То есть мы очень эмоционально тоже будем показывать людей, которые спасали раненых бойцов. Все
таком духе. Ну, тут говорит сказки, сказок нет. Поймите, что Национальный музей и вообще музеи у нас, все наши источники – это наши фонды. А сочинять вот там что-то мы не можем это. Это будут наши, в основном, источники нашего музея. Дополнение – это архивы нашей республики. Мы работаем сейчас с Елабугой, мы работаем с Менделеевском, вот с Иркутском. Ну, насколько я знаю, что Иркутск только... Мы будем сами делать знамя. Что? Не откликнулись. Нет, почему? Мы работали, вот они нам обещали и нам смету выслали. Знамя, конечно, вот видите, два музея, не может же два музея помещать это. Это же мне интересно, мы другие методы, значит, не будем. А еще вопрос есть. Сибирский ледовый поход и бои под Волочайкой в феврале 22 года под Спасском будут освещены, исход в ноябре 22 и даже Китай. Ну, это вот к специалисту будем показывать? Да, будем показывать. Будем. Волочайку надо обязательно затронуть. Последний крупный битва. Ижевцы в нас стояли с Молчановым. Да, мы показываем и в Харькове, и после его смерти во время вот этого похода Войцеховского, который уже довел армию до Иркутска. Ну, такие вещи, да. Мы покажем это все, да. Так же, как и ну, вот, революцию мы тоже установление советской власти. Мы тоже это все показываем, ну, фрагментами. Не как в прошлой экспозиции, что там было все завешено фотографиями. Ну, даже я вот, специалистом, мне было очень сложно вообще по гражданской войне ориентироваться в то, что было столько фамилий, очень много. Конечно, у нас источников очень много. Много сейчас, и мы еще доработали. Они будут представлены, ну, или в терминале. То есть проекция у нас тоже будет задействована. И у нас два фильма будут представлены. В 2012 году был снят фильм на залах нашего музея с участием ученых Евгения Федоровича Шумилова и Павла Николаевича Дмитриева и наших сотрудников. Второй фильм был снят в 2016 году. Эти фильмы, и, конечно, вот фрагмент, если нам предоставят, мы тоже это, ну, много. Есть в проекте интерактивы для школьников, мы разработаем экран, мы оставляем большой экран для рассказа и показа фильмов. Вот. У нас есть воспоминания в фондах музея, они будут тоже, видимо, представлены. Ну, если вопросов нет, конечно, очень сложно, еще раз говорю, очень сложно, но мы постараемся эмоционально и художественное оформление, и все, что постараемся, все это. И оборудование, сейчас уже как бы оборудование вот заказываем, чтобы все было новое, чтобы уже старое оборудование не использовать на выставке. Я для медицинской, так сказать, части предлагаю как раз старое оборудование, старая походная раскладная кровать. Лариса Федоровна, мы уже по программе начали. Давайте по программе. Хорошо. Ну, сейчас вот по программе выступления Евгения Федоровича Шумилова, тема у него «Новые источники и факты в истории Ижевско-Воткинского». Я все-таки вас постараюсь как-то немножко сузить вот эту вашу колоссальную национальную программу. Записывайте. Дело в том, что все-таки что же главное? Главное – это Ижевская
Ижевское восстание, которое началось 8 августа. Ну, закончилось 7 августа, там добивали и так далее, где-то можно, значит, с концом ноября. То есть надо все-таки посвящать вот это ваше мероприятие 17-18 года событиям 18 года. В 19 году никакого восстания не было, извините. Какое восстание? Там надо праздновать столетие взятия Ижевска Колчаком. Это праздник? Для кого-то праздник. У меня не праздник, честно говоря. Столетие взятия Ижевска Колчаком. Столетие второго выхода там Ижевца, там столетие, или сколько там нет, ледового этого похода и так далее. То есть давайте все-таки 18 годом. Все завязано 18 годом. Все с него начинается. Ну, события восстания, конечно, они очень такие огромные, путанные, так сказать, красный взгляд, белый взгляд. И я сам путался много, и книга 90-го года издания «Город на Иже», она под цензурой писалась. Каждое слово, значит, помню, издательство, то вычеркивай, все вычеркивай. В 98 году, естественно, я переписал, у вас есть этот переписанный экземпляр, рукопись, он зал, помните? То есть это событие по-разному в разные годы оценивалось, это естественно, и через 10 лет еще иначе будут его оценивать. Я что хочу сказать? Поскольку событие такое большое, глубокое, затронуло всю Удмуртию, и потом еще аукнулось там в Сибири, то, конечно, у него глубокие корни. Это не какой-то вот взрыв, раз, какой-то там заговорщик, какие-то там Антанта, там, не знаю, что, Чехии, то ничего такого не было. Никаких иностранных агентов, никаких заговоров там чекистских и так далее. Это созревало в глубине, это зрело, и события начинались уже с весны 18 года, ну, можно, конечно, и 17 начинать, но вот самая такая завязка сложилась весной 18 года, зверство, значит, красногвардейцев, зверство чекистов, рабочий контроль, все эти безумства. Все начиналось с завода, с заводского управления, с невыплат там и так далее. Естественно, голодуха, и вот я, кстати, вам уже подсказывал эту идею вчера или когда, что вот хорошо бы у вас конкретно показать вот эти причины восстания. Вот продуктовая корзина лета 14 года, есть списки, есть цены, чего кушал ижевский рабочий летом 14 года. И вот продуктовая корзина реальная, выстроена у вас из предметов ваших музейных, продуктовая корзина лета 18 года, августа 18 года. Все будет понятно. Чего, почему, почем, как это все произошло. Итак, корни восстания уходят глубоко, это не одномоментный взрыв, это само собой. Какие тут у меня заглавили новые источники? Какие новые источники? В общем-то, новых источников практически нет. Все уже опубликовано давным-давно. Опубликовано, прежде всего, в газетах повстанцев. Я, наверное, один из немногих, который все эти номера повстанцев во всех разных архивах, библиотеках прочитал, законспектировал, разнес по карточкам и так далее. Все, вот эта хроника восстания, именно восстания, а не походов там сибирских, это другая история. Вся эта хроника иногда по часам расписана. Конечно, есть противоречия. Противоречий и внутри, так сказать, повстанческого лагеря, и в освещении, естественно, с противоположной стороны. Но что-то можно как-то, значит, вот выстраивать, какой-то компромисс находить в этих оценках. То есть вот эта работа лично мною делается, сделана практически, и надо полагать, к августу 18 года опубликую все равно. Значит, какие личности возникают, интереснейшие личности? И они, очевидно, у вас должны быть показаны. Прежде всего, это, конечно, Морозов, первый городской голова, расстрелянный в первый день освобождения Ижевска. Уникальная личность, есть о нем уникальное сведения, которые я сейчас не буду озвучивать, ведь авторский секрет, но вам потом при экспозиции, как говорится, дам. Морозов Яков Иванович Каневский, человек, который и во время восстания, и во время колчаковского владычества, значит, многое сделал, и в советское время многое сделал. То есть это такая парадоксальная фигура. И с повстанцами, и с Колчаком, и, значит, в 20-е годы при перевооружении, и в Москве. То есть личности интереснейшие, и вот эти факты, которые открываются из разных источников, они позволяют как-то вот вылепить характер. Я писателем себя не считаю, но вот психологию вот этих и Солдатова, Семена Солдатова, и того же Ивана Пастухова, Михаила Пастухова, пытаюсь как-то, значит, понять и вот обрисовать.
очевидно, это можно и у вас в экспозиции как-то показать. Каким-то, может быть, портрет того же Солдатова и каким-то там хриплым голосом он читает это свое воззвание, не он, а актер. То есть вот такие живые личности, это же восстание не каких-то там механизмов, это живые люди. По одну сторону баррикад вот этих стояли практически те же, брат с братом и так далее. Вот эта живая такая человеческая нотка, она, очевидно, может быть показана у вас какими-то средствами, но какими надо подумать. Тут надо привлекать и художников, там, дизайнеров и так далее. Что еще хочу сказать? Значит, музей Ижевска примерно подобное, значит, как вы знаете, затевают. У музея Ижевска худшие перспективы и возможности, и территориальные, и финансовые и так далее. Но вот надо бы, хорошо бы, чтобы музей Ижевска сосредоточился только исключительно, где Марина Борисовна? Исключительно ижевские дела, ижевское восстание. Почему музей Ижевска должен лезть в воткинские дела и там сибирские дела? Восстаться это на 19-й год, вот столетие Колчака. А вам, коль уж вы национальный музей, затронуть национальную тему. Удмурты. Да, что удмурты делали? Почему, значит, азинцы, когда, значит, Ижевск брали, там стишки такие похабные, значит, под каждым кустом, там, по Ватику убитым, там, еще что-то и так далее. Есть в Хайпе у нас мы. Вот там много еще чего другого. И в связи с этим поднять тему и поднять, так сказать, в экспонатах такую тему, как Прикамская губерния. Ведь что, собственно, повстанцы Ижевская и Воткинская и прилегающих территорий, чего они добивались? Они хотели создать то, что уже обещано было, то, что создавалось, Прикамская губерния, то, что начинал еще Николай Николаевич Блинов пропагандировать эту идею Прикамской губернии. Есть карта Прикамской губернии в Саратовском музее, ну, правда, она где-то, не помню, 21-го, кажется, года, такая предполагаемая карта. Но вот эта карта может быть каким-то, ну, так сказать, основой для вашего какого-то рассказа о том, где вот какие пункты, где какие отряды и так далее. Вот эти интерактивные такие моменты, они у вас могут быть, должны быть, и это будет, наверное, будет изюминка. По поводу оружия, ну, я не знаю, как вот оружейники сидят, они, наверное, что-то вам... они свою выставку делают, да? Ну, так и у вас своего тоже есть. Можно что-то показать. Вот, может быть, немножко сумбурно некоторые мои соображения. Если более как-то детально, как говорится, по дням, по часам это все рассматривать, то ну, давайте такую предварительную какую-то конференцию, не какую-то там большую, где-то планируется на лето 2018 года большая конференция, я там, конечно, буду участвовать, но предварительно какую-то более солидную, чем эта мини-конференция, мероприятие проведем. Музей Ижевска, Национальный музей, собраться и просто, как говорится, определить тематику, кто над чем работает. Лично моя тема – это истоки Ижевского восстания, его итоги. Итоги известны по архивам КГБ, во всех заводских архивах есть, в заводском архиве мотозавода дела вот по этим репрессиям, марш-заводы, то есть это бесконечная тема, вот эти итоги репрессивные. Вот такое мое вкратце соображение. Есть вопросы? Время проведения этой вот конференции Ну вот, зависит, 2 лекции сидят. до выставки, до открытия выставки или... А можно и приурочить выставки. Как такая? То есть от говорящих отбоя не будет. Говорящих профессионалов, без так называемых фрилилов, говорящих профессионалов наберется. Не каким там воспоминанием делиться, а вот оценки. Первые оценки вот 99-летия. Это надо для того, чтобы большая конференция потом, она уже как-то показала, собственно, что вы тут из себя представляете. Давайте планировать. Подумаем. Спасибо большое. Я очень хорошо запомнила ваши замечания по прошлой экспозиции, и они у меня все были записаны. Это вот убрать, ну, много чего записано, в том числе и про роль удмуртов, и это мы сделаем. Ну, вот
даже он писал сделать муляжи Ижевского знамени Геральдика. Мы работаем над этим. Я бы хотела предложить сейчас Алексей Владимирович. Дорогие коллеги, соотечественники, земляки, буду краток. Раиса Федоровна просила замечаний, каких-то, значит, помощи и так дальше. Вот за нами сразу вот «Вихрь войны революции» написано, и там как раз фрагмент той самой диорамы, которую музей хочет реставрировать. И когда эта диорама появлялась, и 20 лет мы говорим одно и то же. Там ижевцы нарисованы, которые идут под Андреевским флагом. Это военно-морской флаг стенговый, поднимался вообще на кораблях во время боя. Но не ходила пехота под этим флагом. Там же ижевцы несут триколор российский. Но не был на тот момент этот флаг в ходу. Там же они несут имперку, имперский черно-желто-белый флаг. Но не было этого флага, друзья. Там же они несут и красный флаг. Но нет ни одного документа, подтверждающего, что ижевцы воевали под красным флагом. Эту мульку запустил Кобзев с красным флагом против красных. Но нет подтверждения этого, ребята. Поэтому перед тем, как реставрировать, не надо гипнотизировать, может быть, нас словами ученый совет, там, научные сотрудники и так дальше. Все эти вопросы давным-давно исследованы, в толстых книжках опубликованы. Вот вы спросите специалистов, коллеги, мы же рады вам эту дать информацию. Вы нас спросите, мы вам все скажем, все вам поможем. Дальше. Евгений Федорович совершенно правильно сказал, что у нас столетие Ижевского восстания. Давайте сосредоточимся на столетии восстания. Это настолько широкое, всеобъемлющее явление, что нам, дай Бог, с ним разобраться. Мы, к сожалению, сейчас опять красивые вот такие делаем, не знаю, как это сказать, вот знамя из Иркутска. Зачем вам это знамя, друзья? Зачем вам 300 тысяч впулить вот в это знамя? Оно никакого отношения не имеет ни к Ижевскому восстанию, ни к Ижевской дивизии. Ни один из ижевцев не прикасался к этому знамени. Ни одного дня ижевцы не воевали под этим знаменем. Красиво, ладно, направьте свои усилия на что-то продуктивное, на то, что действительно юбилей 100 лет. Привезите вы это знамя к 20-му году, к 19-му. А сейчас вот давайте заниматься тем, что у нас сегодня у нас непочатый край работы. Евгений Федорович сказал, что источники опубликованы. Да, газеты опубликованы, да, Евгений Федорович видел эти газеты, да, он занес на карточке, что, нам-то от этого не легче. Ведь никто из нас этих газет не видел. То есть проблема публикации тех же самых газет, она как была, она так и стоит. Дальше архивы. Правильно говорит, там в архивах КГБ и так дальше. Да, архивы ведомственные. Что в них погребено, мы не знаем до сих пор. Мы даже описи этих архивов не видим. Нам не дают. По соображениям секретности. Что там КГБ, ФСБ? Ладно, в ФСБ мы работали, в архивах. Евгений Федорович работал, я тоже постоянно работаю в том архиве. Есть архивы ведомств, в которых вообще никто из нас никогда не был. В частности, так как у нас здесь был союз фронтовиков, который вот это восстание все организовал, он его, так сказать, разрабатывал оперативно. Спецслужба называлась тогда на военный контроль. Сегодня это главное разведуправление Генштаба, грубо говоря. Это заявление, это фирма, у которой бюджет засекречен, штаты засекречены, состав фондов засекречен до сих пор. Мы не знаем, что там есть. Мы не можем утверждать, что мы все знаем, и что мы источники все опубликовали. Да у нас в одном ЦДНИ вот такие папки лежат в мемуарах, которые никто никогда не публиковал. Что в них? Трудно сказать. Естественно, мы не первые, кто занимается историей восстания. Восстание прошло, его изучали историки уже тогда, в 20-х, 30-х годах. Но вот совсем недавно я открыл газету 1937 года, и там написано, что, значит, 3 историков репрессированы здесь у нас в Удмуртии. И их вот эти произведения, где они в клеветническом тоне вот это все восстание описывают, эти произведения изъяты из библиотек полностью. А какие произведения? «Истоки и корни Ижевского восстания» называется одно из произведений. Кто из нас видел эти произведения? Никто. Они были изъяты из библиотек в 1937 году, и больше там не появлялись, и их там сейчас нет, их нет нигде. Что там написано, мы не знаем. Поэтому в очень большой мере мы сейчас снова вынуждены изобретать велосипед, снова повторять путь тех вот этих самых историков, репрессированных, погибших. Но мы это делаем. И я хотел показать вам несколько наших книг.
Книг мы выпустили про восстание более 20. Я буду краток и покажу только наиболее свежие книги. Это участники Ижевского восстания, их судьбы и списки по фондам Ижевской милиции. Что это такое? Это списки всех, кто ушел в изгнание в ноябре 1937 года, простите, 18 года, покинули Ижевск, ушли за Каму. Как вот на той диаграмме и нарисовано, они уходят по наклонным мостам за Каму. 3460, что ли, человек, включая женщин и детей, ушло из Ижевска. Всего. Так мало, да, так мало. Ну, все мемуаристам и белым и красным было выгодно говорить, что ушло больше, ушло много. Белые говорили, за нас была вся тут, все были, все ушли. А красные, когда им говорили, а почему у вас завод стоит, не можете наладить выпуск винтовок, они говорили, а у нас все ушли. Вот у нас все ушли. А вот мы на карту нанесли вот эти рапортички этих квартальных старост. Оказывается, весь город накрыт был этими рапортами, ничего не пропущено. 3400 человек, включая женщин и детей. Но ведь это не весь объем народной армии. Через народную армию Ижевского отпуска пришло до 50 тысяч. Там еще крестьян очень много было. И естественно, что многие наши граждане, сограждане здесь нашли своих родственников и, значит, стали разматывать, так сказать, свои семейные истории. Здесь же мы опубликовали списки всех, кто вернулся до 22 года. Люди возвращались в Ижевск, приходили, прописывались в милиции и совсем простодушно, вот тут написано в правой колонке, Ижевец. От кого пришел? Из войска Колчака, от Капеля пришел, Капелевец пришел. Приехал из Харбина, приехал из Иркутска, приехал оттуда. Можно проследить вот всю географию, откуда, то есть где Ижевцев, куда разбросало. Вот. И, кроме того, естественно, в этой книжке опубликованы конкретные семейные истории людей. Люди здесь, которые эти истории свои семейные опубликовали, люди здесь присутствуют. Это вот Юлия Гулакова, еще вот я вижу тут некоторых наших коллег. К чему я все это показываю? То есть мы, Раиса Федоровна правильно сказала, что историю надо насытить, так сказать, наполнить конкретными семейными историями. И вот они в музее сейчас и покажут, что ижевцы, которые уходили туда, они почему клады прятали? Они же надеялись вернуться. Ведь руководитель восстания, когда их призывал уходить туда, Бимман Юрьев, он говорил, на 2 недели отойдем, получим патроны, снаряды, сапоги и вернемся. Ему верили и ушли. Закопав клады, спрятали здесь. Вот. А сейчас эти клады вот тут будут представлены в музее, так и семейные истории. И здесь же опубликованы истории нашего землячества в Харбине. У Ижевцев было свое землячество, у Отминцев свое. Книги есть во всех библиотеках, а также эта книга есть в электронной форме в интернете, на сайте электронной библиотеки e-library. Еще одна книжка, которая вот сейчас у нас выходит, это почти 700 страниц, книга Ижевско-Воткинского восстания «Правда победителей». Нам часто говорят и пишут даже, вы такие сяки, вы белогвардейцы, вы белогвардейцев на щит поднимаете. Какие белогвардейцы? Ижевцы не были белогвардейцами, они ни в какую белую армию не входили, они не получали ни директив, ни снабжения, ни патронов, ни подкрепления от белого войска, ничего они не получали. Какие они белогвардейцы? Они вовсе не белогвардейцы, они социалисты, они под социалистическим знаменем, они за учредительное собрание, так сказать. Никакие они не монархисты, не белогвардейцы. А эта книжка, она вообще сплошняком, это красные источники. Источники написаны, опубликованы или не опубликованы в советское время, советскими деятелями, значит, большевиками разного рода. Но это источники, которые не публиковались. Или не публиковались в полном виде, так сказать. Да, иногда к праздникам там краеведы, историки или там кто-то, пропагандисты, вытаскивали отдельные кусочки и публиковали в газете там для чего-то. Но ведь как, источник взять, чем историк отличается от других? Ведь он источник целиком использует. Вот мы печатаем его здесь, до последней буквы, до
средних даже всех замечаний на полях, до вычеркивания все восстанавливаем, что там было в документе. А почему? А потому что тот, кому надо написать статью к празднику, кому ее заказали, там ему деньги за это платят, да, он профессионал, так называемый, он этим зарабатывает себе на хлеб. Он из источника выдергивает то, что ему нужно, то, что укладывается вот в эту, что ему заказчик заплатит, понимаете? И так мы поступали, точнее, у нас в стране очень много лет. И до сих пор, и одни и те же источники сейчас есть. Гражданская война не окончена, на самом деле. Есть сайты белые, у них девиз такой: гражданская война не окончена, боя не было. Есть сайты непримиримых необольшевиков сейчас, до сих пор они есть. И вот у них гражданская война идет до сих пор. Одни и те же источники, одни и те же события интерпретируют, оценивают совершенно по-разному. Раиса Федоровна много раз произнесла ключевое слово «политизировано». Политизировано. Но если мы, историки, можем, вот я могу, вот это моя 8-я книга за этот год, но не все про восстания, но тем не менее, я могу их выпускать, эти книги, столько и писать в них то, что я считаю нужным. Сколько я не ангажирован, мне за это платят только читатели. Но музей и музей города – это вещи все-таки очень консервативные. То есть они показывают уже то, что должны показывать, то, что устоялось уже, что уже где-то принято, что уже апробировано. Поэтому, на мой взгляд, не надо бояться, так сказать, вот речений каких-то множества мнений, пусть оно будет. А вот еще создатели фильма скажут, у них совершенно другая еще, так сказать, и не то что версия происходящего, а это совершенно другой канал доведения информации. Это еще более эмоционально, чем музейная экспозиция. Вот. Поэтому, друзья мои, предлагаю и, значит, присоединяюсь к предложению Евгения Федоровича провести конференцию все-таки, видимо, на базе музея какого-то национального или музея города, я не знаю. И там мы более подробно это все уже, так сказать, мы, специалисты, будем ругаться, а вы будете смотреть, там, кто из нас более убедителен, да? А сейчас... С вами не надо ругаться. Нет, мы не ругаемся, это я так сказал, в кавычках, дискутируем. Поэтому еще раз спасибо музею за приглашение и предлагаю всем присутствующим, так сказать, порыться в ваших историях семейных. Если у вас что-то есть, не стесняйтесь, придите к нам, мы все опубликуем это на страницах журнала «Етнокар» и в наших книгах. Спасибо. Источники. Алексей Назарович Трубицын. Оказалось, что источники у нас есть. Очень хороший материал в фондах нашего музея. Он до Харбина дошел, пожил там, обратно вернулся, и его все-таки уничтожили. Дальше Аркадий Иванович Соковнин, который тоже с трагической судьбой служил в Брусиловской армии, затем вот участник, то есть в Иркутск ушел, вернулся, тоже с интересной судьбой. Мы прислушиваемся, и я думаю, новые источники появятся. Ну а сейчас, я уже говорила, вот 2 фильма у нас в музее. Сейчас мы бы хотели Сергея Владимировича, чтобы он нам представил фрагменты фильма и рассказал, как это вы пришли к этому, к созданию фильма. Тоже, наверное, Добрый день. Меня зовут Сергей Курбатов, я журналист, увлекаюсь историей. В Ижевске я живу всего 5 лет, и когда до меня дошли сведения о том событии, которое происходило в Удмуртии в 1918 году, захотелось собрать больше материала. Изучая уже эти материалы, пришла вот мысль все это экранизировать каким-то образом. Постепенно сложилась команда, которая приступила к работе. Мы заручились поддержкой Министерства культуры и Министерства образования Удмуртской республики, администрации города Ижевска, и заручились поддержкой Российского военно-исторического общества. Материал сценария был написан на основе тех книг и материалов, которые я очень благодарен материалам Евгения Федоровича Шумилова, пришлось их изучить, Евгения Ленева, и, конечно, очень много материалов мне помог Алексей Владимирович Коробейников. К
фильму, чтобы приступить, в общем-то, сейчас идет подготовительная работа, это создание костюмов, каких-то реквизита, выбираются места для съемок, выбираются актеры. Актеры у нас задействовали, которые мы уже задействовали, это актеры Государственного национального театра. Вот один из актеров здесь присутствует, Максим Григорьев. Он же будет исполнять роль Семена Солдатова. Здесь со мной тоже хочу пригласить режиссер-постановщик. Покажитесь, пожалуйста, встаньте. Кто так? Какой монументальный товарищ? Это главный герой? Это не главный герой, героев было главных очень много, порядка 40 ролей, которые будут использованы, и порядка 30-40 человек массовки. То есть фильм такой большой, получается, порядка на 6, по хронометражу 60 минут где-то будет задействован. Съемки пройдут в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Чутыре, Гальяно, Завьялово, Шарканах. То есть очень много будет мест для съемок. Очень масштабный получается проект. Изучая материалы, которые вошли в основу фильма, то есть мы не стали в своем фильме говорить, не будем говорить, вернее, в своем фильме, кто был хороший, кто был плохой, красный или белый. Знаете, мы изучили и само по фильму, по хронометражу, легли причины, которые привели к восстанию. Сами вот эти 100 дней восстания, ну и какие-то последствия после того, как восстание было подавлено. Изучая сами материалы, я когда обратился к этим материалам, для меня было, в общем-то, интересно изучить самих героев, как с одной стороны, так и с другой. То есть представить даже для себя того же Александра Бабушкина, который возглавлял здесь ЧК. Ему было всего 20 лет. Представить современного молодого человека, которому 20 лет, который смог возглавить какой-то комитет, чрезвычайную комиссию, поддается какому-то моему осмыслению. Или того же Азина, которого очень много поминают как с плохой, так и с хорошей стороны. Ему было всего 23 года, он возглавлял дивизию, которая освобождала Ижевск. То есть я хочу сказать, что герои того времени, они были и молодые, и старые, они все жертвы того периода времени, что было, то есть они какие-то жернова перетерлись их судьбы. Поэтому я бы хотел своим фильмом отдать дань памяти и тем, и другим, и надеюсь, что фильм послужит каким-то примирением обеих сторон. К тому же, надеюсь, что наш фильм подтолкнет новое поколение, молодежь к изучению истории. Потому что не секрет, что молодежь не очень читает книги сейчас, привыкли все смотреть фильмы, какое-то кино, видео. Надеюсь, что наш фильм это поможет его донести до телезрителей. Вообще, мы пока готовы сегодня показать трейлер и промо-ролик. Такие материалы создаются на основе уже тех съемочных процессов, которые прошел, но мы были вынуждены снять и трейлер, и промо-ролик. Это нам понадобится для того, чтобы перейти к разговору предметному с нашими спонсорами, чтобы не рассказывать на пальцах, не объяснять, мы решили снять. Хочу сразу сказать, что те реквизиты, те костюмы, которые были использованы в этих материалах, они не все аутентичны. Мы использовали то, что нашли на складах наших театров, это Национальный театр, театр оперы и балета. То же самое оружие, очень трудно найти то, что было использовалось тогда, в 1918 году, но в самой подготовке к фильму мы уже сами отшиваем те костюмы, которые были. Нам сейчас изготавливают по нашему заказу винтовки, макет винтовок Мосина, нам будут делать пушку 3-дюймовку. То есть все это будет аутентично по максимуму. Мы стараемся, чтобы до 95% это все было похоже, как оно было. Фильм будет готов в следующем году. То есть мы его хотим представить как раз к юбилейным событиям 1918 года. Поэтому хочу попросить некого снисхождения по тем материалам, которые сейчас увидите. Это все-таки наши промо-ролики, которые мы показали для наших спонсоров. У вас есть конкретная научная консультация? Нашими научными консультантами Алексей Коробейников и Евгений Ленев, которые сегодня здесь не нужны. То есть сценарий мы писали на материалы, которые были использованы. Книги это Алексей Коробейников, он, кстати, соавтор сценария. В чем изюминка, я считаю, этого фильма? Мы
пытаемся реконструировать те события, которые происходили. То есть у нас главные герои, мы будем обыгрывать те сцены, которые как происходили. Конечно, нам пришлось как-то дофантазировать те диалоги, которые могли быть использованы, но тем не менее мы по максимуму приближаемся к тем событиям, как они были. Поэтому надеюсь, что фильм ляжет в основу, передадим его на безвозмездной основе Министерству культуры. Думаю, займет какое-то свое место в наших музеях. Я сразу должен сказать, что тот ролик, который вы сегодня увидите, там недостоверная одежда, костюмы там очень условные, да, персонажи условные, то есть не судите строго, это просто... Спонсор, да. Скажите, а вам не дарили, допустим, винтовки Мосина, они в музеях у нас есть? Или они слишком тяжелые? Очень сложно стыковаться с музеями, чтобы они взяли, передали для съемок. Да, даже время. Поэтому у нас будут макеты. Во время съемок все что угодно может случиться с теми же макетами, поэтому у нас все-таки будут макеты. Да, макеты. В 1918 году Россия находилась в состоянии гражданской войны. Власть в стране переходила в руки большевиков. – 8 августа 1918 года в Ижевске, а затем и в Воткинске под девизом «За советы без большевиков» вспыхивает антибольшевистское восстание. Через месяц оно охватывает территорию с населением свыше 1 миллиона человек. Большую часть современной Удмуртии. В течение 3 месяцев рабочие оружейных заводов, ремесленники, гимназисты и фронтовики противостояли частям регулярной Красной Армии. Однако в первых числах октября дивизия под командованием Владимира Азина вошла в Сараку. После этого началась подготовка к окружению и взятию Ижевска. Товарищи красноармейцы! Перед вами Ижевск! Последний оплот белогвардейской сволочи! Я отдал приказ перейти в наступление, так идите и возьмите его! В ноябре 1918 года восстание было разгромлено. Восстание. 100 лет истории. События столетней давности советская пропаганда называла мятежом, но большинство современных историков склонны трактовать их совсем иначе. Сегодня Ижевско-Воткинское восстание обозначается в справочниках как вооруженные выступления фронтовиков, офицеров и части рабочих оружейных заводов против большевиков и эсеров-максималистов. Так что же на самом деле произошло на территории Удмуртии с августа по ноябрь 1918 года? Найти ответ на этот вопрос мы попытались в нашем фильме. Восстание. 100 лет истории. 3,2 миллиона рублей. 3 миллиона 200 тысяч рублей. Все вместе. Только на костюмы, на макеты, реквизит заложено 930 тысяч рублей. Мы надеялись, что все-таки, конечно, это будут какие-то на спонсорские деньги. Но, к сожалению, наши предприятия Ижевска и Воткинска вообще никак не реагируют. Поэтому пока приходится все делать на собственные средства. 60 минут. А вы приглашали актеров, массов, все еще в силе? Все еще в силе. Актеры у нас будут задействованы профессиональные, потому что вот снимая даже трейлеры, мы брали массовку непрофессиональных актеров, у нас были профессиональные актеры. Конечно, разница игры массовки, которые не профессиональные актеры, которые обучались этому ремеслу, очень заметно. Поэтому, конечно, у него опыт выступления очень большой, поэтому у него получается. А сценарий тоже готов? Сценарий готов.
Где-то можно с ним ознакомиться. Я специально взял один экземпляр, чтобы вам передать. И еще вот на коне всадник был. Это Шорин кто? очевидно. Нет, На самом деле, те актеры, которые были здесь использованы, это для трейлера, для промо-ролика. Это не для того, что это не те актеры, это которые было будут Азия. Я почему исполнять сделала? роли в фильме. То есть это для того, чтобы показать нам спонсорам, что такое, как оно будет. Шорин. Роли, Нет, там ну, все порой расписаны, они в этом будут для комплекте людей, которые играют. Да, условно это все. Ну ладно. А это был худенький. Это документальная реконструкция событий. Это научно-публицистический документальный фильм. Да. Что художественная оценка? Художественно там маленькая часть, вот мы домысливали, может быть, какие-то диалоги, чтобы показать, как это было. Минкульт РФ тоже подавали заявку. Прошло, нет? Ну, на 2017 год бюджет нет. Нет, ну на 18 надо. Ну, на 18 возможно, Может, там что-то получится. Надо на прием к Мединскому. Мы получили поддержку от Российского военно-исторического общества, которое возглавляет как раз Мединск. Вы первопроходцы, подобного ничего не было. Ну, я Но есть опермятеж, да, есть чего, так сказать. Который есть про Ижевское Лукинское восстание, видео, телепроект. Такого качества не видел. Это архивный видео, теле у нас нет. Не существует. Даже фотографий очень мало. Поэтому нам приходится все это реконструировать. Важно фотографический материал, который вы сделали. Фотографии мы будем, конечно, использовать, которые есть, но они Просто, будут да, графические обработки, Просто динамически сделать, не забывать. играть, так скажем. Да, диалоги. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые коллеги, класс музейщиков вообще, наверное, и всех интересует история семей оружейников, династии оружейников, поэтому вот мы и семья Пастухова, целая династия, мы комплектовали очень активно. И совсем недавно мы узнали о семье Мокрицовых, по-моему, у вас в источниках. И сегодня у нас в гостях Юлия Гулакова, член общества потомков оружейных мастеровых, которая расскажет нам историю. Юля. Я не профессиональный историк, я начинающий историк. И мое погружение в историю началось как раз с изучения моей семейной родословной. И началось это в 2011 году. К этому меня подтолкнула случайная находка, которую я обнаружила в архиве моей двоюродной бабушки. И вот немножко расскажу об истории, да, как я это делала. До этого времени я абсолютно ничего не знала о своих предках-оружейниках. Такое белое пятно было в семейной истории. И хотя я интересовалась историей, я спрашивала об истории. И так случилось, что я училась с сыном Селивановского в одном классе. И, конечно, вот история у меня прямо с детства, потому что Селивановский к нам приходил и все это рассказывал и показывал. И интерес был всегда с детства. Но вот никто не рассказывал. Такое было белое пятно. Ну и поскольку бабушек уже моих не было и дедушек, я стала обращаться к другим родственникам, чтобы что-то узнать вот о своих предках. И вот эта фотография, которая просто перевернула всю мою жизнь, которая заставила меня задавать вопросы, которая сделала меня просто вот беспокойной с этого момента, чтобы узнать об этих людях, о том, как они жили, о том, что во мне от этих людей осталось, да, как у потомка этой семьи, почему моя жизнь складывается именно так, а не иначе. И вот эта фотография, на этой фотографии изображены мой прапрадедушка и прапрабабушка Мокрицовы, и вот дедушка, он в наградном кафтане Ижевского оружейного мастерового. И впоследствии я узнала, что кафтан был вручен в 1912 году, приказ был подписан в 2011 году, ну и предполагаю, что 1912 год – это дата этой фотографии. Следующий слайд.
Вот. И источники, откуда я находила информацию. Ну, это были книги, это были архивные материалы. Я полгода ходила в архив как на работу, там что-то перерывала. Я стала ходить по родственникам, я познакомилась со многими родственниками в моей семье, многие из которых еще помнят вот этих людей, которые были изображены на фотографии. То есть там были живые воспоминания людей, которые помнят их вживую. И так вот я пришла на Красную, и оказалось, что остался дом. Он сохранился, его не снесли, ближайшие дома были снесены, а дом стоит. Конечно, надворные постройки были снесены, как мне сказали, что-то было перестроено, но в целом дом остался тот же. Поэтому вот мы можем видеть типичный дом ижевских оружейников XIX века. И вот эта запись, архивная запись, которая подтверждает вот о том, что моя семья жила в этом доме. Улица была Куриная или Куренная. Вот. На тот момент, на момент переписи 1897 год, был прописан Михальцов Михаил Андреевич, жена Дарья Александровна, и дети Николай, Наталья и Вера. И вот мы видим, что была прислуга Шишкин Гурьян, 18 лет, крестьянин. Все родились здесь, православные, читать не умеют, родной язык русский. И вот стали находиться снимки. Вот этот снимок, где пара в полный рост изображена. Здесь мы видим и одежду, и вот кафтан в полный рост. И вот снимок более молодого Мокрицова Михаила Андреевича. И вот эти люди, да, они очень интересные. Как мне о них рассказывали, это просто такие типажи, очень яркие характеры, которые тоже, наверное, достойны быть отражены в каком-то фильме. Вот сам этот человек, он достойно нес вот эту ношу, которая на него выпала, потому что кафтанчики были образцом для многих людей, для мастеровых, для оружейников, с них брали пример. То есть он вот должен был нести это достойно, его семья это несла. Многие из них имели выбранную должность, и вот как мне рассказывали, он тоже был выбран в цехе старостой, а выбирали сами рабочие, выбирали самых уважаемых и достойных, то есть их не назначали. По характеру был очень скромный, очень мягкий, вообще мухи не обидит, то есть он не кичился, не гордился вот своим званием, кафтаном, вот всегда всем помогал, был очень открытый, очень любил детей, и вот видно даже по лицу, что это очень мягкий, добрый человек. Он работал с самого детства на оружейном заводе. Отец его тоже был оружейником. И пришел он с починка на Мартьяновский, Завьяловской области Сарапульского уезда, да, если я не ошибаюсь. И, то есть это вот династия. От отца передавалось сыну оружейное мастерство, и вот так появлялись оружейные династии. И после революции он работал на заводе на Ижевском, и об этом есть тоже записи, и был прапорщиком на оружейном заводе. Умер в 30-х годах при операции на сердце. Следующее. Вот, и жена Мокрицова Дарья Александровна в девичестве Тетерина. Вот, очень яркая, очень интересный типаж. Противоположность мужу, очень жесткая женщина, очень властная, с таким жестким волевым характером. И вот про нее мне рассказывали, что это очень сильно была женщина. Именно она строила этот дом. По ее распоряжению валились деревья вдоль Ижа. Она распоряжалась строительством дома. Рядом были построены дома детей. И она вела большое хозяйство. Хозяйство было действительно большое, зажиточное, даже сравнимо с купеческим. Во дворе была конюшня, была лошадь, повозка, был воз, сеновал был, там на 40 вазов сена, было большое хозяйство, пасека, сенокосный отдел, живность. И вот такая женщина, она вела все это хозяйство. И вообще эта женщина была очень известна в городе Ижевске. Весь город Ижевск в то время, видимо, ее знал, поскольку она обладала даром целительства, она лечила людей. И приходили к ней из Ижевска, из округи. И вот даже мой двоюродный дедушка, он мне не рассказывал, уже в советское время он попал в больницу, и там хирурги говорят: да ты внук Мокрицова? Он говорит: да. И вот даже советские врачи ее очень уважали, поскольку, видимо, она много людей поставила на ноги именно вот своим даром и народным каким-то целительством. И прожила она долгую жизнь, умерла в 1981 году, в 1947 году. И вот дети
дети, 4 детей было в семье, ну, только дожили, да, до зрелого возраста. Вот эти 2 дочери, Наталья и Агриппина. Агриппина, вот, женщина, которая стоит, это моя прабабушка, а девочка рядом с ней, с Мишкой, это моя бабушка. То есть вот мои предки. И семья Сабанцев, моя бабушка, вот, с братом Анатолием, вот на фотографии, которая здесь. Вот эта фотография. Дальше. Ну вот в рамках нашей темы интересна судьба сыновей. Старший сын Мокрицов Николай, он был противоположность родителям, такой очень непримерного поведения, я бы сказала. Не было образцом поведения для рабочих и для семейных. То есть вот много таких подтверждений, что и выпивал, видимо, и гулял, но тоже был оружейником, тоже работал на заводе, в той же приборной мастерской, женщин менял. Ну вот такой интересный был мужчина, прожил недолгую жизнь, участвовал тоже в восстании, воровал, оказывается, крал даже собственные бабки, украл, говорят, пытался украсть лошадь, а делая ночью на копыта калоши и пытался вывести со двора, но деньги, видимо, нужны были. Ну вот такие байки ходят, да, и был задержан при задержании. Ну вот это тоже факты, да, у них тоже, ну, семейная история. Это его внук Борис, и вот Николай Борисович Мокрицов, вот он до сих пор жив, насколько я понимаю, и он мне очень много рассказывал вот об этих людях. Дальше. И младший сын Александр Мокрицов, здесь он изображен на пасеке, это уже после восстания, это его жена Анастасия и сарапульского купеческого рода Будиловых. На момент восстания, вот они совсем молодые, да, ему 21 год, и вот он прошел с Колчаком весь путь. Если Николай, он в 18 году ушел, в 20-м вернулся и работал на заводе, то вот Александр Мокрицов был захлестнут волной, и про него мне тоже очень много рассказывал вот его внук Попов Герман Владимирович. Он не был идейным каким-то белогвардейцем, вот действительно волной захватило, унесло, там где-то чего-то, и вот так дошел с армии Колчака до Дальнего Востока. Был пулеметчиком в армии, и вот каким-то чудом уцелел во всех боях, может быть, молитвами матери, там, может быть, еще что-то. Дошел до Дальнего Востока и вернулся, ну, не знаю, в каком году, может, 20-22 год, нет достоверных данных, больной туберкулезом, по поддельным документам, как красноармеец. Вот в списках бежавших белогвардейцев есть эти люди, а вот уже в списках вернувшихся вот этих фамилий нет. И на момент, когда он ушел из Ижевска, его жена Анастасия, она беременна, вот и дочка, которая потом родилась, вот, женщина. И, конечно, это была трагедия для всей семьи, это были сильные эмоции, сильное переживание. Следующий кадр. Вот запись, архивная запись об участии Александра Николая и двоюродный брат Петр Васильевич. Вот они ушли с белогвардейцами. И два этих брата, они потом еще жили в Ижевске. И Александр, он очень долгое время жил, его мать вылечила, поставила на ноги. Он работал в конторе, занимался пасекой, умер только в 1944 году. Ну, конечно, в дом приходили, вызывали на допросы очень часто. Это случалось, конечно, все были в напряжении очень сильном. И даже доходило до того, что чекисты перекапывали огород. Ну, по легенде, там, видимо, считали, что закопал. Пулемет закопал. Вот, и приходили в дом самки пулеметчика, огород перекапывали, видимо, искали пулемет. Вот, ну, и вот какие-то предметы семейные остались, которые переданы мной в дар музея Ижевска. Вот это дочери Сабанцева и Агриппины, эти предметы принадлежали. Кстати, в дар музея национального я тоже передавала патефон семейный. Так что где-то в ваших архивах тоже он находится. Это семейная реликвия. Дальше. Ну вот и последние прямо события, которые случились буквально на днях. Да, команда единомышленников тоже подхвачена какой-то волной. Собралась, вот здесь находится Максим Блинов, идейный вдохновитель нашего проекта о съемке документального фильма «Исчезающий Ижевск». И первый сюжет был как раз посвящен этому дому, семье Мокрицовых. И я снова пришла в этот дом, мы снова встретились с хозяйкой, это наши родственники, ну, не кровные,
Светлана, они живут в этом доме, они готовы сотрудничать, они готовы встречаться, рассказывать. Какие-то вещи сохранились еще в семье, у ее матери, она хранит эти вещи. И если с ними наладить контакт, я думаю, они чем-то еще поделятся, и воспоминаниями, и какими-то предметами, может быть, вот для выставок, да, которые планируются в городе Ижевске. Вот я хотела обратить внимание на этот снимок. Здесь виден фундамент дома, вот здесь вот железный штырь. Вот она мне рассказывала про то, что этот штырь железный – признак национализации хозяйства. То есть после революции именно раскулачивали большие, зажиточные, такие крепкие хозяйства. Это один из немногих домов на Красной, который был национализирован и прямо дважды национализирован. То есть и в память вот об этом событии вот такой знак, вот, видимо, вот видите, да, железный штырь остался. Ну, как метка, черная метка, да, что дом уже все раскулачен. Вот такая очень краткая семейная история. Меня Василий Борисович, я председатель общества потомков ижевских мастеровых, который объединяет коренных жителей этого города. Решаем две задачи. Это сохранение историко-культурного наследия, как здания, сооружения, семейной истории, фотографии, литературы и так далее и тому подобное. Второе – это сохранение ижевской ментальности, как части городской идентичности. Чем мы занимаемся? Фактически сохранение истории и культурного наследия – это брендинг территории, чем мы сейчас и занимаемся. Сам я происхожу потомственный ижевский оружейник в 6-м поколении. Вот этими руками больше миллиона затворов собрал за свою жизнь, КК-74. Примерно 1818 года мои предки работают на Ижевском оружейном заводе. В роду 5 кафтанов у меня. Первый дважды кафтанщик нашего города Федос Феофилович Шестаков, мой прапрадед. Так, теперь вот я расскажу, как мои предки принимали во всех событиях, которые на Ижевском оружейном заводе были. И я расскажу, как судьба моя коснулась Ижевско-Воткинского восстания. В это Ижевско-Воткинское восстание разбита была вся моя семья. Во время восстания и после него погибли 5-6 человек из самых основных, которые есть, которые могли стать продолжателями этого рода. Остался один мой дед, который является родоначальником фактически моей семьи. Вот он один остался, от него все такого идут. Так, вот здесь изображен Федос Феофилович Шестаков. Шестаков Иван Федосович. Шестаков Иван Федосович – это ижевский оружейник, ствольщик, сын кафтанщика Федоса Феофиловича Шестакова, дважды кафтанщика, у которого было 5 детей. Вот вы как видите, Елена Ивановна Рязанова родилась в Ижевске, умерла в Сан-Франциско. Видите, первая, да? Это моя двоюродная бабушка, которая похоронена в городе Колма под Сан-Франциско. Петр Иванович Шестаков, который участник партизанских отрядов и воевал в 28-й Адинской дивизии вместе с моим дедом Шестаковым Сергеем Ивановичем. Заразился холерой и умер после 19 года. Анна Ивановна Шестакова, дочь, но она маленькая была, и Николай Иванович Шестаков, который в 30-х годах умер. Вот это календарь семейный у меня посвящен традиции, 100-летие смерти моего прадеда. Вот этот прадед у меня родился у моего прапрадеда в 62 года. Представляете, какая сила у ижевских оружейников была? И в 62 года у них появлялись дети, которые жили и давали... Да. Да, кстати, вот Сергей Иванович Шестаков, мой прадед, работал в ствольно-коробочной мастерской Ижевского оружейного завода. Вот вместе с Юлиными предками. Больше 100 лет наши предки вместе работали. Так, расскажу семейную историю. Была расколота семья на два лагеря, на красных и на белых. Если мой дед Сергей Иванович Шестаков по документам прошел вместе с братом Петром 2 августа 1918 года, ушел в Красную армию. Двоюродная бабушка моя, Елена Ивановна Шестакова, вместе с мужем Петром поддержали ижевских повстанцев. После поражения Ижевско-Воткинского восстания семья ушла, Елена Ивановна вместе с маленькой дочерью, которую звали Анастасия Петровна. Родилась она в ноябре-декабре 1917 года. Родилась она в Ижевске и всю жизнь стремилась в Ижевск, но так и не смогла сюда приехать, закрытый город был. И вот ее судьба такая, о которой я вам расскажу. Вот вы видите, это моя двоюродная бабушка,
Русакова Елена Ивановна родилась в Ижевске, и дочь ее Анастасия Минтон. Это, я говорю фамилию по второму мужу, по первому я не знаю моей бабушки фамилию, Рязанова. А Анастасия вышла замуж за офицера военно-морского флота Соединенных Штатов Элтона Минтона и стала Минтон, Анастасия Минтон. Следующий. Вот, это второй муж Елены Ивановны и Никиты Васильевича, это второй муж Никита Васильевич Рязанов. Как вы знаете, есть в Сан-Франциско, есть такая у нас опера «Юнона и Авось». И там граф Николай Рязанов есть, который ухаживал за Кончитой и которая умерла в Иркутске, там, где Колчака расстреляли. Вот. Если я докажу, что фактически у меня «Юнона и Авось» по-ижевски есть. То есть вот Никита Васильевич Рязанов и моя бабушка. Тоже в Сан-Франциско история случилась. То есть вот такая своеобразная «Юнона и Авось» по-ижевски. Следующий. Вот видите, это вот на семейном отдыхе сидит. Вот Елена Ивановна полосатой такой. Вот и это вверху муж Петр, тоже ижевец. Собачка, видите, вверху стоит. Вот это кто? Я уже не знаю. Следующее. Теперь вот Петр с Еленой Ивановной сидит. Это здесь маленько неправильно написано, не Рязановы. Другое. Следующее. Теперь вот это вот дом имени Святого Владимира в городе Сан-Франциско, который построен русскими в 1948 году, где собиралась русская диаспора. И, возможно, и жили ижевцы. Русские жили, и в том числе ижевцы. Вот это такой дом, как дом культуры. Это открытка американская, у меня она есть, в письмах сохранилась. Да, кстати, у меня сохранилась с эмиграцией переписы около 40 писем и около 200 фотографий. Следующий. Вот ижевцы тоже собираются в Сан-Франциско, русская диаспора в Сан-Франциско. Кто из них кто? Вот Елена Ивановна, нет, Елена Ивановна здесь у меня уже нет. Кто из них кто, я не могу сказать. Вот. Следующее. Вот теперь, вот посмотрите, вот в этих домах жили ижевцы. Деревянный дом, видите, деревянные дома стоят, как фактически старые дома Ижевска. Это 65-й примерно год. Сан-Франциско. Пригород где-то есть, где компактно, наверное, жили все ижевцы. Следующее. Вот видите, вот обстановка в доме Рязанова в 60-х годах. Типично. Фактически, как и у нас, только маленько другие. Тоже те же комоды, те же зеркала. То же самое. Это такая обстановка была. Следующее. Теперь, Анастасия Петровна Минтон, дочь у Елены Ивановны, вышла замуж за офицера военно-морского флота Соединенных Штатов и уехала в город Анахайм, в штате Калифорния, 40 километров к востоку от Лос-Анджелеса. В этом городе первый Диснейленд американский открыли в 1955 году. И вот Елена Ивановна с мужем приехали, и вот в Диснейленде, который в городе Анахайм. Следующее. Так, вот Анастасия Петровна Минтон, которая родилась, вот ей здесь 40 лет, которая родилась в Ижевске, и всю жизнь мечтала, она была художницей, всю жизнь мечтала приехать в Ижевск. Вот, да, следующее. Это 58-й год Рождества. Вот она тоже, Елена Ивановна, в своем доме в этом, в Анахайме. Тоже 63-й год уже Рождество. Следующее. Тоже в своем доме, видите, какие лесенки? У нас только помечтать было в те времена, так и в 60-х. А ижевцы уже вот жили в таких домах. Да. Следующая фотография. Это тут уже была. Еще давай. Вот теперь, вот они с мужем Петром сидят в роще в банановой. Видите? Банановая роща. Следующая. Теперь, вот эта мастерская там тоже находилась в Сан-Франциско, вероятнее всего. Видите, вот кто из них кто сидит? Вот это Рязанов сидит, вот точно знаю, это Рязанов сидит. Слесарная работа выполняет, часы стоят, то есть это рабочий участок. Что делали, тоже не могу сказать. Следующее. Ну, это уже было. Следующее. Так, вот теперь тоже обстановка в доме Рязановых. Вот она с мужем Петром висит, а здесь вот муж Рязанов. И тут кто такие, я тоже уже не знаю. Следующее. Теперь, вот жили в Сан-Франциско на территории Форта Росс, на территории Русской Калифорнии, где течет речка Русская, в которой нашли золото, где была лихорадка калифорнийская, которую Брэд Гартнер писал в своих
Вот ижевцы жили вот здесь. На обратной стороне вот этой фотографии написано: это русская речка, где можно ловить рыбу и варить уху. Следующее. Вот видите, обстановка тоже 50-е годы в доме Рязанов. Вот вверху, наверное, картины, которые писала Анастасия. Вероятнее всего, это так. Следующее. Вот Анастасия Петровна Мильтон в своем саду в городе Анахайм. Коттедж был свой, жила вот в этом доме. Следующее. Вот это обстановка опять такая в доме Рязанова. Вот тоже типично наших 60-х, 70-х годов. Похоже чем-то. Согласны? Следующее давайте. Так, вот это уже тоже диаспора в Сан-Франциско собирается. Вот это на переднем плане поднимается стакан Анастасия Петровна Мильтон. Вот. Следующее. Так, вот это Елена Ивановна Шестакова. Тут ей лет 45. Вероятнее всего, это в Харбине фотография сделана. Когда эмигрировали из Харбина в Соединенные Штаты, не знаю, потому что у деда есть дело, в 1937 году написано, анкета, написана сестра в Харбине и подчеркнута красным карандашом. Следующее. Так, вот это Анастасия Петровна Мильтон. Так как очень хотела, у ней мать умерла 20 января 1974 года, похоронена на Сербском кладбище в городе Колма, в штате Калифорния, где похоронены и Викторин Молчанов, и Авенир Ефимов, и полковник Печкин, и Савелий Крамаров. То есть на вот таком кладбище она похоронена. Есть, естественно, данные о всем этом похороне, есть фотографии, которые есть. Следующие. Вот видите, встречаться она не могла ни с кем. В 1974-м у нее муж умер, и осталась она одна на свете, да? Встречаться не могла, в Ижевск не пускали. Было 2 брата, 2 сестры двоюродных. Я являюсь двоюродным племянником ее. Встречаться могла только сестра, которая работала на хлебозаводе. Вот здесь они встречаются. Она, Нина Сергеевна Томкалова, есть сестра двоюродная, Ижевске жила. И Анастасия Мильтон, вот справа, встретились в Ялте в 1975 году, в октябре. Второй раз, следующее. Второй раз они встречались в посольстве Соединенных Штатов, уже где-то в 80-м году. 2 недели жили в посольстве Соединенных Штатов. Вот видите, вот такая картина. Вот Елена Ивановна Шестакова с мужем Петром фотожевец. Гармоний. Вот такое есть. Следующее. И рубаха с Пушаком. Теперь, вот смотрите, нельзя было посылать иммигрантские газеты. Прислали, вот то, что Елена Ивановна Шестакова умерла, вот такую запись. Муж Никита Васильевич Рязанов, дочь Анастасия Мильтон и зять Эндон Мильтон глубокой скорбью извещают о кончине дорогой жены и матери Елены Ивановны Рязановой, последовавшей после тяжелой болезни 20.01.1976 года. Панихида была служена в среду 23-го в 5:30 вечера в похоронном бюро в Грей Компани, ну там написано отпевание погребения на Сербском кладбище из газет США. Вот такое сообщение пришло в письме, потому что газеты эмигрантские посылать нельзя было. Следующий давайте. Вот теперь видите, Сербское кладбище в городе Холма. Вот Елена Ивановна похоронена, а внизу выбита надпись Рязанов Никита Васильевич. Видите, и даты смерти нет. Потому что он уже при жизни себе уже на памятнике надпись написал, когда родился, когда умрет, ему будет сделано это. Очень трагична судьба у Анастасии Петровны Мильтон, у моей двоюродной бабушки, тети, которой исполняется 100 лет в этом году. Она всю жизнь мечтала приехать в Ижевск. Муж умер. Она жила в Анахайме, где русской диаспоры не было фактически. То есть она носительница ижевской ментальности, осталась одна. Отца нет, второго отчима нет, умер он, тоже жил, да и она плохо с ним жила. Матери нет, никого нет. И было очень и очень плохо. Писала очень грустные письма, только, говорит, котик рядом со мной, говорит, это, бегает, больше, говорит, никого нет. Эти письма, выдержки из этих писем опубликованы вот в моей статье, которая у Алексея Коробейникова. Если хотите, это есть статья на ВКонтакте, называется «Группа общества потомков ижевских мастеровых». Там можно посмотреть и вступить в эту группу. Вот. Писал очень грустные письма. На каждой открыточке, которая есть открыточка, с думой о тебе, с надеждой на встречу с тобой. На открытках письма писала. На открытках. И на каждой открытке вот такие надписи, очень-очень такие за душу берущие.
Вот. Заболела и умерла где-то после марта 1988 года. Вот такая судьба у Ижевки Анастасии Петровны Мильтон, которая родилась в Ижевске, пережила Ижевско-Воткинское восстание в очень младенческом возрасте, хотела вернуться в Ижевск, но так и не удалось. В ноябре-декабре этого года ей исполняется 100 лет. Все. Спасибо. Судя по тому, что сколько сегодня у нас в гостях народу, так и ученых, просто любопытных людей, просто наших коллег. Ну, хочется сказать о том, что действительно людям хочется высказаться и поговорить, и рассказать, есть о чем. И, наверное, да, впереди, наверное, надо проводить конференцию такую большую. Сергей Львович, доктор исторических наук, я думаю, наверное, вот... Можно пару слов, да? Да, вот я и хочу, чтобы вы спасибо. сказали. Конференция, наверное, впереди. Ну, многие меня уже знают, некоторые не знают. Вот. Я выступлю сегодня тезисно. Во-первых, хотел бы проинформировать, что в рамках городской комиссии, которая создана в преддверии столетия этого юбилея, мне поручено сформировать конференцию. На сегодняшний день получено уже более 40 заявок, диапазон достаточно широкий. Это и дальнее зарубежье, Израиль, там живут тоже наши соотечественники. Вот. Ну и наши ученые, исследователи, краеведы тоже примут участие. Вот. Ну, и кто захочет, заявочки тоже можно еще подавать. Программа конференции формируется. Это первое. Ну, когда будет проведена эта конференция, это будет... Пока мы не определили конкретную дату, но это, очевидно, будет все-таки, наверное, сентябрь-октябрь 2018 года. Это первое. Второе, я хотел бы все-таки немножко вернуться опять к Ижевско-Воткинскому восстанию. И здесь наши коллеги уже выявили одну проблему: Ижевско-Воткинское восстание. Что это такое? Ижевско-Воткинское ли это восстание, Ижевское ли это восстание, стоит ли сюда приписывать еще воткинцев? Вот, каковы хронологические рамки этого явления? Но я хотел бы высказать свою точку зрения на эту проблему. Об Ижевско-Воткинском восстании можно говорить и в узком смысле этого слова, и в широком смысле этого слова. Да, в узком смысле Ижевско-Воткинское восстание, оно датируется 7 августа 1918 года и заканчивается примерно в середине ноября этой военной операции. Но в широком смысле слова можно говорить о череде Ижевско-Воткинских восстаний, начиная где-то с апреля 1918 года, как здесь совершенно справедливо отметил Евгений Федорович Шумилов, когда эсеры-максималисты выступили с оружием в руках против диктатуры комиссаров. Вот. И когда заканчиваются эти Ижевско-Воткинские восстания, на мой взгляд, тоже достаточно символично. Это заговор, знаменитый заговор сентября 1920 года, который проводился тайной организацией, которая называлась «Учредитель». Вот. И вот это дает возможность говорить о том, что мы знаем об Ижевско-Воткинском восстании только с точки зрения, как это антисоветское, антибольшевистское движение. Но это движение можно рассматривать и с точки зрения какого-то позитива. Если в гражданской войне можно вообще найти какой-то позитив. Дело в том, что именно учредительному собранию, именно комитету членов учредительного собрания Ижевск обязан своим городским статусом.
9 сентября 1918 года Верховная российская власть, пусть еще не большевистская, не Совет народных комиссаров, не ВЦИК, но своим решением от 9 сентября 1918 года село Ижевский завод было официально преобразовано в город Ижевск. Ну и вы знаете, наверное, о том, что спустя некоторое время и ВЦИК подтвердил это решение. Ну и надо сказать, что как бы мы ни пытались сузить рамки этого Ижевского восстания, что интересно, сами современники никогда не отделяли свое движение от общих событий, связанных с гражданской войной. И вот интересное свидетельство о том, что и красные источники об этом всегда говорят, что за два отступления с ними, то есть с учредиловцами и колчаковцами, ушло достаточно много народа. И если обо всем этом рассказывать в экспозиции по истории гражданской войны, то трудно отделить Ижевско-Воткинское восстание от иных событий гражданской войны. Ну и, конечно, здесь можно такой эмоциональный ряд предложить. Это проблема красного и белого террора. Конечно, да, это очень такая жуткая, свирепая страница. Война не бывает без каких-то жертв. Но что уникально? Уникальна одна фраза, сказанная 7-8 июня 1919 года, когда Ижевск уже был освобожден от колчаковцев по заявлению самого Михаила Пастухова: рабочие, помни, через Вычайку разбежались. Вот это буквально слова, зафиксированы красным источником. Причем, если в первый отступ с учредиловцами ушло, ну, мы знаем, сколько там человек, это все в списке есть, то, как ни странно, основная масса ижевских, воткинских рабочих, жителей Прикамья ушла почему-то с вешателем, с губителем рабочих и крестьян, Верховным правительством России Колчаком. Вот этот феномен нашей ижевской, воткинской истории, прикамской истории, он тоже ждет еще, наверное, своих исследователей. Ну и еще два момента мне бы хотелось. Конечно, еще один спорный момент Ижевско-Воткинского восстания – это символика. И на этот счет тоже есть различные точки зрения. Я лично, как профессиональный историк, как доктор исторических наук, все-таки поддерживаю то мнение, что одним из официальных символов ижевско-воткинских повстанцев все-таки был официальный государственный флаг, тот флаг, который переняло самарское правительство, комитет членов учредительного собрания. Тоже всем известно красный флаг, и на этом красном флаге была записана вся власть народу. Поэтому и армия-то называлась Народная армия. Ну и последний момент, что вот хотелось бы на чем еще заострить внимание. Конечно, я с уважением отношусь к любому мнению и профессиональных историков, в том числе музейных работников. Но я хорошо помню 1989 год, я тогда уже не работал в Удмуртском республиканском краеведческом музее, я перешел на работу в Удмуртский институт истории языка и литературы, но как-то меня тоже пригласили на ученый совет в музей. Вот. И тогда усиленно обсуждалась идея вот этой экспозиции, стоит ли вот эту диораму создавать. И вот, конечно, вот мое отношение к этой диораме, оно такое, что это миф. Это миф, потому что, как и Алексей Владимирович Коробейников говорил, и как свидетельствуют достоверные исторические источники, такого события, как психическая атака, вот кульминационное, так сказать, событие,
боя за Ижевск 7-8 августа не было. И единственное, что есть в источниках, отмечено, что в какое-то время, когда закончилась артиллерийская подготовка, обработка переднего края обороны ижевцев, и азинцы и другие воинские соединения готовы были уже к штурму, действительно ижевско-воткинские повстанцы на какой-то момент опередили и сами пошли в контратаку, но в источниках зафиксировано, что они подбадривали себя криками и музыкальными инструментами. Никаких, естественно, батюшек, дьяконов, хоругвий и так далее не было. Поэтому я очень надеюсь, что у ученого совета, у членов ученого совета музея хватит мудрости, научного этикета, чтобы еще раз вернуться к этому мифу, к этой диораме. Вот, собственно, с такими соображениями я и хотел бы с вами поделиться. Спасибо. Мы подумаем, посмотрим, посоветуемся. Все-таки это художественное произведение, как у любого художника. Но художники провели большую тоже научно-исследовательскую работу. Посмотрим. Мы занимаемся изучением своей семьи очень-очень давно. Меня зовут Николаева Татьяна Викторовна. Я внучатая племянница тех, против кого выступали вы в Ижевско-Воткинском восстании. Значит, Ивана Дмитриевича Пастухова. И я тоже могла бы рассказать вам сейчас о семье, но поскольку уже у нас много времени, я чувствую, что все устали. Я надеюсь, что на следующую конференцию меня пригласят, и я подготовлю также интересный доклад, потому что семья Пастухова была очень интересная, 10 человек детей. В семье был культ чтения, потому что мама, значит, была грамотной, что для того времени было не так часто. Поэтому, значит, в семье очень любили читать, и вот, наверное, это их привело в революцию и, в конце концов, в Библию. Сейчас я вам сделаю маленькое объявление. Значит, был конкурс «Лучший гид России» объявлен. И мы решили в этом конкурсе поучаствовать. Двухминутный ролик создали о памятнике Ивану Дмитриевичу Пастухову. Почему? Памятник замечательный, сделан профессионалом, сделан грамотно, повествует как бы о нашем интересном историческом событии. И мы сделали такой ролик. Значит, подведение итогов будет на основе народного голосования. И я прошу, кто не против красных, кто вообще за историю, проголосуйте, пожалуйста, за этот ролик. Как это сделать? Значит, на сайте лучшийгид.рф. Все русскими буквами. В строке «Все работы» надо, значит, нажать на квадратик «Все работы». На первой странице будет мой фейс. И там, значит, Татьяна Николаева, Ижевск. И чтобы ваш голос был учтен, зачтен, нужно кликнуть «Мне нравится». Даже если вам не нравится, я предлагаю проголосовать, потому что... Поднять давление на силы противоположные. Нет. Потому что если ролик займет какое-то там призовое место, то к нам приедет телекомпания «Моя планета» и поснимают еще памятник нашего города. То есть это мне там ничего не будет, то есть это для города. Поэтому прошу, кому не лень, значит, зайдите на сайт «Лучший гид РФ» Татьяна Николаева. А ролик-то там покажут? Нет? Есть крупным планом, прям прям в этой вот одежде. У меня в руках все, потому что все устали, и я не буду уже больше отвлекать вас. Но про Пастухова помните, с кем сражались-то? С Пастуховым, так прошу не забывать. И еще, Лариса Федоровна, мне очень понравилась ваша выставка. Я, к сожалению, опоздала, не знаю, вас благодарил ли кто-нибудь, но я очень благодарна. И белые, и красные отражены как надо. Спасибо.
Уважаемые гости, коллеги, еще раз вас от имени Национального музея Удмуртской Республики благодарим за участие за участие в нашей встрече. Мы услышали, уважаемые ученые, ваши взгляды, ваши услышали новые исследования. Мы постараемся прислушаться к вашему мнению и неоднократно еще обратимся к вам. Большое вам спасибо. Я думаю, следующая встреча, наверное, конференция.